Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся на юго-западе Саранска, у ручья Эрефлей, перевод «Источник жизни» или другой перевод «Богоявленский родник». И об этом месте и о том, как это место было обнаружено, расскажет Игорь Александрович Черняев, научный сотрудник Мемориального музея военного и трудового подвига 41-45 годов, который поддержал пожелания нашей инициативной группы по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии. Игорь Александрович нам расскажет, что это за место. Расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, надо сказать, что я с 2000 года являюсь членом поискового отряда, тогда еще отряда, сейчас это объединение Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск». Как называется? Так и называется «Поиск». То есть тогда назывался просто Мордовский отряд, мы были, поисковиков. Предысторию расскажу следующую, что на нас, как я по своей памяти помню, понятно, у меня аберрация памяти, какие-то моменты я забыл, какие-то я немножко исказил, но я помню, что в 2004 году Николай Андреевич на него вышел Владимир Кузьмич Абрамов, поднял эту тему репрессированных и сказал, чтобы хотелось найти, где же захоронены останки репрессированных, тех, кто были расстреляны в 30-е годы, чтобы воздать им память. При этом надо отметить, что собирались бумаги. Я как помню, что Николай Андреевич долго собирал согласование, потому что не забывайте, что для поисковых работ мы, например, согласование не собираем, то есть как бы мы проводим же не в черте городов поисковые работы. Я помню, что он собирал от прокуратуры разрешение на поисковые работы, от садоводной что мы не будем скрывать какие-то захоронения, которые являются там скотомогильники и все остальное. Владимир Кузьмич как бы поддержал нашу научную консультацию, дал. То есть он сказал, где это предположительно находится, по его словам, по словам тех очевидцев, тех, что он собрал. И в результате он как бы вывел вот на этот наш овраг. Произошло это все в сентябре 2004 года. Сразу отмечу такой пикантный момент. Нам тогда не дали денег на вахту памяти. Мы должны были ехать на вахту памяти, нам, к сожалению, сказали, что денег нету, республика не может выделить, свой лимит вы уже выбрали, несмотря на то, что республика нас поддерживала в те годы намного лучше, чем сейчас. Нам денег не выделили, и мы пришли сюда. Николай Андреевич сделал полностью, получается, республиканский сбор, но в основном приехали отряды ближайшие, Качкуровские, Рамадановские ребята, и мы прибыли днем утром сюда. При этом, если я правильно помню, шли мы с юго-запада. То есть пришли мы не через Ключеревское кладбище, если я правильно помню, а пришли с юго-запада, если я не ошибаюсь. Мы пришли сюда. В то время, давайте пройдемте, в то время овраг выглядел, конечно, немного по-другому. Во-первых, не было столько строений церковных вот этих, относящихся к роднику. Сколько было? Если правильно помню, только одно было, как раз в котором было купально, получается, святой источник. Тут даже нормального спуска не было, тут был то ли деревянный, но вот это бетонных точно не было. Понятно, не было этого памятника. Конечно, вот тоже непонятно, почему его поставили здесь наверху, но это скорее всего для удобства тех, кто ставил. Потому что правильно он должен внизу стоять. Потому что сюда поставить как бы это неправильно было. Ну и поглядим, то есть в то время был более заросший в чем-то. И мы работали своими обычными поисковыми методами. То есть, во-первых, металлоискателей было мало. У нас были щупы, это металлические длинные пруты, да, то есть до метра полтора, метра 70. Мы протыкали землю, должны были попасть либо на останки, либо на проскок. Как твердую землю протыкать? Во-первых, здесь все-таки лесная почва идет, и тут она легче протыкается. Просто силой тела? Да, то есть загоняется, идет. Останки очень твердые обычно, редко бывает, что кислотная почва, она их съедает. Останки очень крепкие, то есть стук по ним очень специфический. То есть вот когда стукнешь в кость, да, понятно, что можно спутать с животным. Это может быть конь, лошадь, это может быть поросенок там, то есть бывает такое, что... Но вот удар в кость, он особенный, он отличается от удара в корень, от удара в камень, и от удара железа по-другому стучит. Проскок еще, как бы объяснить, у человека грудина, да, то есть когда человек, останки человека в земле, труп, он начинает истлевать, постепенно грудина начинает сжиматься, да.
проваливаться. И там все равно остается небольшое как бы место, проскок. То есть когда щуп пролетает как бы, то есть он идет твердо и хоп, проскакивает. Вот. К тому же есть, ну, как бы дальше один из моментов, вот когда вода, воронки мы ищем, один из моментов, который мы объясняли, это такой простонаречие бульбулятор или газы трупные. То есть человек, понимаете, разлагается, то есть если воронка до этого ни разу не проверялась таким способом, то есть заполненная водой, протыкается щупом, следом идут газы. Многие даже специалисты по запаху уже говорят, что там есть останки, потому что воронку уже надо вычистить, хоть очистить. То есть сюда пришли обычные ребята с лопатами, с деревянными черенками, щупами. Сколько примерно? Могу ошибиться, но где-то, мне кажется, до 40 человек. Мы пошли по обоим берегам ЭТКК склоном и стали продвигаться. То есть Николай Андреевич рассказал, был Владимир Кузьмич Абрамов, он рассказал вообще о репрессиях, да. То есть я вот просто из тех, возможно, я что-то неправильно вспомнил, Владимир Кузьмич меня может поправить, он рассказал, что было из-за репрессий, какая элита погибала, да, там профессорский состав, вот, что как были, как он описывал, я помню, что первый вот как раз под руководством управления НКВД не сразу перешло к репрессивным методам, да. То есть вы понимаете, что НКВД это сейчас, как получается, у нас соединение полиции с ФСБ, да? То есть они сначала действовали методами законными, И да? с ФСИДом. Да, Еще, то есть да. понимаете, какой момент? Им было сказано, да, что надо убрать какое-то количество врагов народа. То есть эта работа велась задолго до 37-38 годов всплесков. То есть выявлялось духовенство планировано, да, они убирались из среды рабоче-крестьянской, чтобы не будоражить ее, убирались офицеры, помещики, все это постепенно велась работа, то есть они осуждались, отправлялись куда-то на ссылку, то есть работа это еще началась с начала 30-х годов, если я правильно помню, вот. А тут пришла уже, получается, момент, когда стали затребовать бороться с врагами народа, внутри даже не столько вот этой прослойки бывших, да, элиты, а в элиту уже современной, то есть получается обкомов, райкомов, профессорского состава, то есть под удар попало. И если я правильно помню, я говорю, Владимир Кузьмич должен поправить, первое управление вот с Вандом, они, как бы сказать, сначала немножко манкировали этими моментами, да, то есть они пытались, правда, искать настоящих врагов, тех, кто высказывался, то есть против советской власти. Понятно, что любой человек власть иногда ругает. Это естественный процесс. То есть власть это понимает, и нормальное, как бы, любое государство это позволяет, но человеку надо выбросить, после этого он успокоится, как бы, потому что не все мы согласны с решением нашего государства, правителей, но это не приводит к революции сразу, да, то есть выброс обычного недовольства, он свободен. И то есть И это не называют антигосударственным поступком. Они, получается, работали, и потом им пришли такие планы, то есть уже надо было не десятки. Тут врагов, уже делать вид, что не замечаешь. Да, тысячи их надо, получается, было фабриковать на пустом. То есть обращать внимание вот на эти слухи и доносы, да, то есть человек сказал, там, этот человек плохой, там, товарищ Сталин тот неправильно ведет политику. То есть особенно не забывайте, что ведь были живы старые большевики, которые знали еще Сталина не на первых ролях, да. Они знали его как приближенного Ленина, соратника, а там были и другие, и Троцкий, и Бухарин, и Зиновьев, да, они были осуждены. То, что там наверху шла борьба с ними, они как бы это видели по газетам, но не понимали, что время, вот эта борьба спустится и вниз. Вот. И да, получается, на эти доносы пришлось уже обращать внимание НКВД, и они начали на них как бы делать. И если вначале как бы они искали, я так понимаю, правильно помню, такие яркие, то потом получилось, что надо было всех брать. Вот. И поэтому, если я правильно помню, именно Вант с первыми как бы теми, кто не хотел нарушать юстицию, все равно ведь был закон, да? Была это как никакая конституция, были уголовный кодекс, все же это было как бы в рамках, что должен быть допрошены свидетели, что должно быть презумпция невиновности. Все это же действовало вначале. Это же потом Вышинский сказал, что, если я правильно помню, что признание заключенного чуть ли не основа довод всего, да, то есть вот он признался, что он этот, и все, и не надо ничего делать, не надо прения проводить, все, он признался в том, что он враг народу, что он вел это какое, а что это признание может получить разными методами, как психологического, так и физического давления, об этом не обговаривал. Это вот. По решению после убийства Кирова, кстати, вы считаете, кто организовал убийство Кирова?
Ой, не знаю, честно скажу. Там много точек зрения, сами понимаете. Кому-то это было более выгодно, кому-то это менее. Кто-то обвиняет Сталина, кто-то другого. Я все-таки думаю, что это не было столь выгодно Сталину. Да, вот в устранении Зиновьева, Каменева, получается, и Бухарин, да, ему было более выгодно, чем Кирова. Киров все-таки, мне кажется, больше. Но это моя субъективная точка Да, но зрения. сам убийца Кирова на допросе у Сталина говорил, что мне поручили делать ваши сотрудники НКВД. Его после этого избили, он отключился. Потом Сотрудники... те, кто проверял это убийство... Владимир, давайте не будем заходить, Хорошо, но еще раз говорю, продолжайте. сотрудники НКВД могут получить указания от любого властного лица. Вот, понимаете? И его перед убийством 2 раза арестовывали, даже с оружием, и отпускали, потому что он еще не выполнил свое задание. Ну хорошо, спорный вопрос. Про Столыпина вспомним, тоже ведь кто-то пропустил его с оружием, да, в оперу. Ну, Властные это группировки, то есть охранка вы все организовывала забываете убийство. еще, что Царская там охранка. шла все 20-30-е годы внутрипартийная борьба. И Сталин был еще не такой величиной мощной, там, как, например, там, к 1935 Ну, в году. 1934-м уже все. Да, ну то есть это все завершилось. И тут Да. получается, что вы видите, люди руководствовались кем-то совестью, да, даже не столько совестью, сколько уголовным кодексом, юстицией, презумпцией невиновности. То есть они не фабриковали дела, другие поняли, что на этом можно выслужиться, стали фабриковать, потому что все люди разные в любом коллективе, да, то есть кто-то интриган, кто-то нет. Ну, в общем, эти люди стали продвигаться, в результате они поняли то, что они могут даже свалить и руководителя НКВД, который, по их мнению, тормозил все это. В результате он, видите, он тоже пострадал от репрессий. Пришли другие люди, которые что стали делать? Которые стали массово делать вал. С помощью пыток. Да. Но вот, правде ради, надо сказать, что все-таки он организовывал репрессии во время коллективизации, раскулачивания. Вот. И даже, думаю, против духовенства, И духовенство. организовал. Это как бы, я еще раз говорю, понимаете, сейчас духовенство у нас, РПЦ как бы на коне двигается, но еще раз говорю, для большевиков, для советской власти это была бывшая элита, которую надо было либо заставить замолчать, либо уничтожить, да, то есть был выбран второй, к сожалению, факт их стали уничтожать. К тому же не забудьте такой момент, читал недавно статью, ведь РПЦ содержалась, финансировалась царским двором, и когда февральская революция произошла, их перестали финансировать. И потом, когда большевики пришли к власти, выяснилось, что в церквях осталось лишь только 25% священников. То есть вот эти 25%, которые сейчас, и многие тоже, некоторые говорят, идеологи, которые несут веру, да, вот они так и остались кто-то. А остальные были люди, как сейчас называют, приблудные, да, которые мы все видим, скандалы и все остальное. То есть это так же, как в любом коллективе, есть люди, которые тянут, а которые нет. Вот. И то есть, понятно, было сменено, и что началось? Вот давайте еще договорим. Да. То есть начались даже, видите, абсурдные обвинения, как нам рассказывал Владимир Кузьмич Абрамов. Я могу ошибаться, еще раз говорю, это он должен подтвердить или опровергнуть, о том, что даже у некоторых осужденных им писали уже, понимаете, то есть уже до наглости дошло, писали в обвинительном приговоре, что копал подкоп из Мордовии в Финляндию. Понимаете, какой момент? Вот как? Это, то есть, логично даже нельзя обсудить. То есть, настолько была уже нарушена вся система юстиции, да, вот этим всеми фабрикованием дел. То есть, понимали, что никто не будет даже логически смотреть эти дела. Как бы, да, их утверждали, но утверждали уже, получается, простым движением. За что, если я помню, нам Владимир Кузьмич Абрамов и сказал, что потом, когда пришел к власти уже, получается, Берия, да, что первый... Тот сформировавшийся состав, который был к этому моменту, он был то ли уничтожен, то ли осужден. Один из немногих, как он нам говорил. Вот. Ну, как бы вот такой момент хотел говорить. Вы видите, понятно, что они, еще раз говорю, это были люди Советского Союза, несли политику государству. Хотели, кто-то соглашался с этим, кто-то не соглашался, кто-то молча, кто-то протестовал. Давайте помедленнее пойдем, а то я свалюсь. Поэтому это, и то есть мы работали, как мы обычно работаем, да, то есть мы идем, тыкаем, щупами, копаем. Здесь прям каждый метр, ну в смысле... Нет, не каждый метр. Нравилась ямка, вот поглядите, вот, например, Ага, как углубление, да, небольшое, вот видите? Да. Как бы небольшое углубление. То есть это может быть одиночная могила даже до метра 50, да, уходить за десятилетие, даже не закапываясь, она сама потихоньку сползут отвалы, да, потому что весной и осенью все размокает, и все это начинает складываться внутрь, понимаете? То есть
вот это на полях сражений мы вот иногда вот такие копаем маленькие углубления. Почему? То есть в нем может лежать боец. Или могут быть последний окопчик бойца. Почему? То есть мы копаем, идут, например, гильзы. То есть вот как боец отстреливался, на бруствере у него были гильзы, да, там у него гранаты лежали, еще что-то может он оставить, винтовку или противогаз, когда, например, бой пошел неудачно, или он, наоборот, раненого вытащили из окопа. То есть вот это все можно найти. То есть в таких вот небольших углублениях я поднимал бойцов на вахтах памяти. То есть и здесь мы также пытались работать. Но нам же сказали основную специфику, что были ямы, да? Что были ямы стандартно, то есть получается они как должны где-то до метра. Многометровые. 60. Да. Массовые. А вы сколько всего бойцов подняли примерно за годы, десятилетия? Мне кажется, Примерно. 20 советских бойцов и 2 немецких солдата. То есть вот было это как, вот там же не знаешь, когда на станки попадаешь, там же не написан немец или наш. Пока копаешь, при этом смотришь по вещам, пытаешься опознать наш, не наш. Доходило, знаете, до интересного момента. В 2002 году в Духовщинском районе Смоленской области нашел бойца. Поднимал его мне Николай Андреевич, я бы ему помогал. Представляете, в немецких ботинках, немецкий ремень Готметунс, патронтаж, масленка немецкая, нож разведчика, наш при этом, нож разведчика, медальона нету. Мы начинаем думать, кто это. Наш боец немецкий. Нас смутил нож разведчика, наш, то есть он советский. Вот. Мы открыли патронтаж. Там оказались наши советские патроны. А наши патроны 7,62 не подходят к немецким оружию, то есть 7,92, другой, немножко различие, 1,3 калибра. Вот. И дальше Готметунс вот так протерли. То есть мы его подняли, так сильно и не смотрели, а он оказался стерт напильником. То есть это наш разведчик, который ходил в разведку, то есть в лесу, в темноте встречаясь, вот эта пряжка, она отсвечивала. И то есть сразу можно было определить, это немецкий или советский боец. Там уже немецкие ботинки очень крепкие, даже крепче, чем ленд-лизовские. Я поднимал английские, американские, мы Саламандр поднимали. То есть они также легко разрываются, как и наши, понимаете, кожа вот верхняя. А вот немецкие, их почти не разорешь. То есть у них была качественная обувь, и наши бойцы зачастую меняли. Понимаете, у бойца вышла и обувь. У него ждать надо магазин, или пока это какой наш интендант ему поставит. А тут на поле боя могут лежать, либо у пленного заставить снять, либо у трупа. То есть зачастую наши бойцы снимали. И видно, что после, когда вот наши пробивали немецкую оборону, зачастую потом у бойцов много немецких вещей. То есть они с трупов забирали с немецких или пленных какие-то вещи ценные. Вот, то есть те же золингерские бритвы забирали, штык-ножи, шмайсеры, да, то есть вооружение. Все это забиралось. Ну, понятно, кто-то там... Люди, которые брали все золотые часы, были, ну, за этим тоже следили. Я еще раз говорю, была у нас же политический состав, были комиссары, политруки, они все за этим следили. Вообще, как бы такой момент вот объясню, когда говорят, что Сталин людей, не, особенно солдат, типа, он же их не берил, он же кидал тысячами, вы понимаете? Я в Центральном архиве Министерства обороны листал документы политического отдела 326-й стрелковой дивизии. Понимаете? То есть это комиссары, политруки, те, кто, по сути, заменил, если так сказать, священников, да, русской императорской армии, те, кто следил за моральным духом солдат, решал их проблемы, даже взяв часть офицерских как бы обязанностей на себе. И там был следующий доклад. 326-я стрелковая дивизия после боев очень сильных августа-сентября 1942 года докладывает цифру потерь в штаб 16-й армии, который командовал генерал-майор Баграмян. И там пишется, что 326-я стрелковая дивизия потеряла более 5500 человек, из них 1800 пропавшим без вести. Вы знаете, что делал Баграмян? Был издан специальный приказ по армии. Это был не просто звонок по телефону и отругали. Был издан специальный приказ по армии, где Баграмян указал, что ваша дивизия ни разу почти не отступила и даже потом заняла оставленную территорию, и вы имеете, по сути, как сказать, даже наглость сообщать, что у вас 1700 человек пропало без вести. Представляете? Там были отменены наградные листы штабных командиров, там же был целый отдел, 4-й отдел, который занимался учетом личного состава. Вот. И что выяснилось? Началось выяснение. Выяснилось, что более 500 человек, 600, нашлись в госпиталях армейских. А почему? Медсанбат сразу не успели развернуть в самые ожесточенные бои. В течение 3 дней он не работал. Все раненые уходили через другие медсанбаты. То есть для дивизии они были пропавшие без вести. Еще более сотни, они в течение месяца уточняли, они нашли в тыловых госпиталях. А на оставших, получается, вот они из них более 700 выкинули, а где-то 1900 они представили акты, что в лесу они похоронили 900 неопознанных трупов. А по Доржевам что было? По Доржевам была, это как, понимаете, какой еще момент?
То есть, видимо, были разные руководители, Нет. и каждый по-разному. Глядите, потери, во-первых, не забывайте, был низовой командир, как догнал. То есть под Ржевом тоже были разбирательства. Не думайте, что это так все прошло. Потому что потери бойца учитывались. Во-первых, глядите, боец, это ведь единица снабжения. Его надо снабжать. Это боевая единица. Что было под Ржевом? Давайте не будем забывать, что, глядите, по цифрам, послевоенным, которые посчитали, около 70% бойцов на фронте погибало от осколков, мин и снарядов, да? То есть они погибали зачастую не от пулеметного огня, а от мин и снарядов. А вы знаете, что до 43-го, а дальше до 45-го по крупным калибрам, до 43-го где-то по всем основным калибрам артиллерийским нас немецкая армия перебрасывала. Понимаете, то есть она платила сталью за кровь. Понимаете, большинство убитых, тот же Ржев, осколочные ранения, да? То есть они не убиты пулеметом. Видите, идет атака. Наши попадают под пулеметный огонь, что они делают? Они залегают. А их дальше что начинают убивать? Минометные мины. Потому что пристреленное место. Не надо, значит, было направлять в место, которое было пристрелено. Нет, а вы видите, какой момент? Не то, что пристреленное место. Снаряды. Один то почти французы производят, все остальное. То есть они больше снарядов выкидывали меня. К тому же, глядите, когда первую траншею немцы копают, вот знаете, вот первую траншею делают, вы знаете, что они делают перед этим? Они ее пристреливают минометами. То есть они по вороночкам начинают копать. То есть они знают, что первую траншею почти всегда не удержать при мощной атаке. Поэтому что они делают? Они ее простреливают минометами. Когда наши советские войска врываются в первую траншею, немцы отходят на вторую, что делают? Начинается мощный обстрел минометами, и через 30-40 минут по их уставам надо контратаковать. Все. То есть они врываются в траншеи, в которых большинство погибло уже от прямых попаданий мин. То есть траншеи не укрывает, а наоборот является смертью. То есть вот эти тактические моменты играли на немцев. Да, они перемалывали нашу армию, мы теряли больше там человек. Но давайте не будем забывать, что эти дивизии сковывались. И они, когда вспомните, почему они считали, что под Сталинградом не будет наступления, что мы стремимся на Ржев наступать, да, то вот операция Марс, которую называют провальной, да, большие потери, к сожалению, еще раз говорю, не сразу наша команда научилась воевать. Не всегда стремились командиры, понимаете. Потому что 2/3 расстреляли в 38-м, 39-м. Вот я насчет этого поспорю. Еще раз еще говорю, никто из расстрелянных командиров, особенно высшего состава, не мог бороться с танковым клиньем. Вообще это начало только выясняться в годы Великой Отечественной, как бороться. Вот видите, есть такой историк Гланц. То есть советская система военного образования в конце 30-х была хуже, чем в немецкой, да, получается? Немцы сделали прорыв, понимаете? Они сделали прорыв по танковым войскам. Они сделали золотую середину. За 2 года, получается, 39-й и 40-й, они этот состав поменяли. Вы знаете, что они начали... Для этого существует разведка. У нас огромные деньги выделялись на разведку. Надо было разведывать, следить не за жителями Саранска, что они говорят о Сталине, а о Германии. Еще раз То есть сталинская разведка была, получается, бездарная. Нет, а Франция, глядите, они тоже ведь организовали свои танковые... И французская плохая Нет, была. Глядите, и английская плохая, никто не догадался. Вот глядите, американский историк Гланц пишет, например, да, каким образом Советский Союз выстоял первые вот самые тяжелые месяцы войны, да. То есть у нас долгое время после войны критиковались наши контрудары. А мы разве выстояли? Первый месяц войны. Как не выстояли? Мне кажется, мы отступали по всем. Выстоять, да? Это значит не проиграть. Мы не проиграли? Под Москвой что произошло? Вся кадровая армия у нас проиграла. Вся. А она для этого и ложилась. С помощью народа только мы Нет, защитили. она что делалась? А это видите, так извините, другая кадровая армия на Западе проиграла, и все. И Польша проиграла. Так они по численности была маленькая, а у нас же по численности армия советская была больше, чем германская. Нет. Нет? А вы изучаете этот момент. Понимаете, это как вот в драке. Опровергните. Просто объясняю. Глядите. Вот в Германии проживает 10 человек. В Советском Союзе проживает 30 человек, да? Ну, условно. Получается, нападение Германии на Советский Союз бессмысленно, да, их же 30. Они просто даже не имея подготовки, они задавят массы, да. Но глядите, какой момент. Немцы успели мобилизовать армию, у них в армии уже 6 человек, в советской армии 4 человека. Почему? Потому что ни одна армия в мире, кроме немецкой, в 1941 году не держала всех мужчин. То есть вы хотите сказать, наша армия в 1941 году не была мобилизована? Конечно. Это говорит о том, что сталинская разведка была плохая. А может, знаете, да? еще? Нет, или Владимир, решения вот по поводу разведки А вот были... мне теперь расскажите, как нам объявили войну в Первую мировую войну? Помните? Ну, мы, по-моему, раньше начали мобилизацию, чем Германия. Вот глядите. Это наша вина, кстати. Нет. Да? Мы
мобилизация не является поводом к войне, да, то есть вот Финляндия, например, провела мобилизацию, мы же на нее сразу Но это не напали. добрососедским является Вот глядите, действием. ну глядите, Да. по опыту Первой мировой войны мы не можем проводить мобилизацию. Почему? Потому что тогда была уже объявлена война. Все. То есть получается, в Первую мировую никогда ни на кого не нападал. Он просто объявил мобилизацию. Он не хотел ни на кого напасть, по сути. Если говорится, мобилизация же не для нападения, а для проведения войск в готовность. Не перешло уже сразу. Нам объявили войну. Уже по опыту нельзя объявлять это как проводить мобилизацию. Потому что это приведет к войне. Что у нас провели? Вспомните, в мае 41 года большой учебный сбор. Вообще, глядите, у вас заблуждение еще какой момент? Вот разведка, да? Ну, давайте просто, если можно, отступить, если надо, кусок потом это вырежете. Глядите, итак, в декабре 40 года Гитлер подписывает план Барбаросса, да? Следующей целью является СССР. Да? То есть что начинается? Промышленники закладывают новые танки. Идет производство продовольствия, боеприпасов и всего остального. Потом что происходит? Немецкие военные делают планы, да? Подтягиваются войска на это как ее. Дипломаты что делают? Да проходите, мне кажется, не помешайте. Немецкие, что делают дипломаты? Тоже извещают. Для чего? Они ведут политику немецкого Третьего рейха по всему миру. Они должны хотя бы минимально знать, что происходит, да? Вот идите, за чашечкой кофе посол в Германии, в Японии своему другу, немецкому журналисту Рихарду, говорит о том, что будет следующей целью, понимаешь, слухи ходят. Как бы он не говорит ему, что точно. Следующей слухи будет нападение на Советский Союз. А кто такой Рихард? Фамилия его Зорги. Понимаете? И Рихард Зорги, придя, пишет докладную записочку. Она уходит в ГРУ. И таких записочек, начиная там с января 41 года, слетаются массы. Знаете, каждый день Путин, как и Сталин, и другие наши ресурсы, читают аналитическую записку от разведки. Да? Он читает ее. Там работает куча аналитиков. И там, понимаете, противоречивые слухи. Одни, как говорят, что будет нападение, другой не будет. Вот представьте, январь, февраль, март. Разведка воет по нарастающей, что будет нападение на Советский Союз. Да? То есть, к тому же, что еще весной у нас происходит? Вот что для нас еще это какое? У нас пассивная. То есть, если мы сейчас объявляем мобилизацию, вытаскиваем мужчин, технику всю в армию, да, а нападение не будет. Танки, у нас будет что? Страшный голод в конце, понимаете? К тому же, мы в кем в конце 30-х были, как правильно сказали? Мы напали на беззащитную Финляндию для всего. Нас исключили из Лиги наций. Мы уже плохие. То есть, если будет следующая война с таким противником, нам что нужно еще? Дипломатическое нормальное обеспечение, что мы не были агрессором, да? И глядите, что происходит в апреле 41 года. Вот объясните, почему после чего Сталин стал писать о десятилетних разведки, этот разведчик брехун. Можете мне сказать? Что произошло в апреле 41 года? Да. Не знаю, что. Понимаете, вот наша вся наука всегда сосредотачивается на СССР. Все вот СССР крутилось. Понимаете, весь остальной есть мир. Германия вела войну, не только ведь с нами. Франция сдалась? В апреле 41 нет, Франция уже разгромлена. Она была разгромлена в 40 году. Англия сидит у себя на острове, там идет битва за Британию воздушная. А наш Сталин поздравляет Гитлера с захватом Франции и всех остальных стран. Да. Ну, потому что союзники, я еще раз говорю, да, никто, это какой, мы часто... И зерно туда шлет, да, в Германию. Они нам технологии, которые нам до этого не передавали. И станки, вы знаете, что Т-34 наши броню, вот как раз прокатные вот эти круглые башни, чтобы делать, как раз делали немецкие эти, какую прессы, которые это делали, у наших не было. А потом домодернизировали американцы уже. Ну, там все помогли. И вот видите, что происходит в апреле 41 года? Что? Разведка 3 месяца воет, что будет нападение на Советский Союз. Гитлер нападает на Югославию и Грецию. А почему? Потому что пришел Муссолини, а он еще в 40 году вторгся с Албании в Грецию. Греки ему наваляли, обратно откинули его даже на территорию Албании. Там стала позиционная война. Вот. К тому же в Югославии происходит переворот. Вместо профашистского правительства приходит просоветское. А мы же готовимся к войне, да, к Германии. Им надо убирать, прикрыть этот фланг. Поэтому... У немцев не было плана нападения на Югославию с Грецией. Но в результате что происходит? Они это производят. Понимаете, вот вам, получается, ваша разведка 3 месяца орет, что будет нападение. Вы в результате видите, что идет нападение, о котором не предупреждали. Что вы как свою разведку будете называть? Как Сталин ее называл, брехунами. Но понимаете, ведь после апреля 41 года... ошибок всегда бывает. Количество, понимаете, я даже у идеальных разведок. Еще раз говорю, он не был дураком, он не хотел терять власть, понимаете? Ну, дураком точно не был. То есть, это был умный, изворотливый, мощный мужик, этот правитель, у него были темные и белые стороны, и говорит, что чего-то больше, чего-то меньше, это нельзя, это каждый оценивает его по-своему, да? То есть, я говорю, нельзя как бы репрессиями оправдать промышленный скачок Советского Союза, да? Но нельзя там говорить, что вот без репрессий не мог быть, ну, то есть, промышленный скачок, то есть, нельзя это все связывать. Да, так, что? факты, он не хотел терять власть, да? То есть, он понятно, а чтобы не терять власть, что ему надо было держаться? Вот, представляете, все оказывается вдруг
к маю, к июню сведения идут больше и больше, что происходит. А мы потеряли возможность нажать на кнопку. Понимаете, война это не ядерная, как ракета сейчас летает. Вот вы нажимаете на кнопку, объявляете мобилизацию. Проходит месяц-два, пока люди собираются, пока их комплектуют одеждой военной, пока им выдают винтовки, пока не происходит боевое слаживание, да? То есть они не просто так, ведь надо заставить подразделения работать, чтобы они умели бегать по местности, стрелять. Понимаете, ведь война уже другая изменилась, появилось новое вооружение. Даже артиллеристов по-другому надо учить. Появились минометы в Первой мировой, они было в малом количестве, вообще других систем появилось. Да, Мосинка та же осталась, но глядите. У Советского Союза есть самозарядная винтовка Токарева, ее надо учить. Она самозарядная, другое устройство, ее не надо разобрать, собрать. И при этом эту винтовку немцы, например, очень любили. Они любили наш солдат. Почему? Не любили уже те, которые пришли не кадровой армии. Вот кадровая я любила. Почему? Потому что они за ней ухаживали. Эта винтовка, как я говорю, она это как девушка, за ней надо ухаживать. Понимаете, это не Мосинка и не калаш, который сейчас можно кинуть, вытащить из грязи и стрелять, да? То есть пострелял, будь добр, ее почистить. Там уже эту винтовку должен токарь делать высокого разряда, чтобы зазоры были нормальные. То есть если ее чистить, за ней следить, это прекрасная винтовка. Но эта винтовка для какой? Для кадровой армии. Уважаемый телезритель, мы имеем дело с профессионалом, который очень любит историю, и это заметно. Поэтому мы, Игорь Александрович, возвращаемся в 2004 год. Так, мы шли, копали. Да, где вы лично, какие линии? Я вот там наверху прошелся, потом вон туда мы ушли, пытались все-таки подумать. А сколько вся операция ваша была поисковая длилась? Сколько? Целый день почти. Целый день. Ага. То есть мы, понимаете, сентябрь, да, 2004? уходили туда, к запруде. Был же еще какой момент. Думали ведь, что могилы могли уйти под запруду. Там пруд есть. Да, под запруду. Вот, то есть ходили. И еще какой момент. Мы исходили из понятия того, что когда их расстреливали, а это, если помню, была определена дата еще, да, расстрела, если не ошибаюсь, это я говорю, что Абрамов Владимир Кузьмич поправит, что считалось, что не на сухом месте должны быть захоронены. То есть вот эта пойма... Не на сухом? Наоборот, на сухом. На сухом, ага. То есть, чтобы проехала машина, их подвели, то есть расстреляли. То есть считалось, что вот эта пойма, я не помню, какое время нам говорил Абрамов, что она как бы менее подходящая для расстрелов. Да? То есть в основном мы искали вот по склону и по верху. Потому что максимально ровно именно там, да? Ну да, как бы момент подъехать к машине, сами представляете, то есть вот глядите, рассуждать. Подъехал, на краю вырыли, этот какую яму расстреляли, скинули. Да? Но так как подъезжали с той стороны, поэтому им было вот... А почему но вообще... Это сейчас, что мы говорим, после знания, понимаете, когда мы нашли останки. То есть у нас тоже в поиске ведь бывает, что вот люди работают, говорят, вот мы здесь нашли, а где остальные захоронения знают. А потом выясняется, что они были зашорены глаза после знанием, да? То есть сейчас-то мы понимаем, что так, а мы-то думали вот на эту сторону, и туда, я говорю, уходили. То есть после знания, это сейчас хорошо, когда останки уже найдены, как бы контуры могил проведены, тогда мы этого, к сожалению, не знали и работали. А почему вообще во врагах расстреливали? Вот это не могу вам ответить, честно скажу. Вот это вообще надо задавать Владимиру Кузьмичу, как определялись эти места для расстрелов. То есть это же как-то выбиралось, это же как-то отводилось. Мне кажется, Николай Андреевич в своем ролике говорила про это. Вы понимаете, надо было выбрать место, удаленное от населенного пункта, чтобы здесь не знали, что это место должно быть как-то закрытое быть еще. К тому же, понимаете, то есть если люди будут ходить, видеть свежие, насыпанную землю, будут какие-то подозрения. То есть, он, помните же, говорил, что эта земля выдавалась кому-то из НКВД как полигон стрелковый или еще что-то. То есть, глядите, стрелковый полигон. И сейчас, знаете, есть полигоны у ФСБ, у полиции, да, то есть, сотрудники должны уметь стрелять, должны пользоваться оружием, да, то есть, чтобы его применять для защиты граждан. Правильно, в полигонах стреляют. То есть, скорее всего... Во врагах удобно стрелять, потому что пуля не может ранить посторонних людей. То есть, глядите, это мог быть выделен как полигон. То есть, уже, во-первых, что? То есть, есть возможность не допускать сюда народ под каким моментом, что здесь идет стрельба, да? Раз. Уже и привычная эта стрельба. Свидетелей, чтобы не было. Да, и привычная эта стрельба, самое главное, понимаете? К тому же, да, то есть не видит этот могил, все уже, и как бы получается, это место уже получается недоступно для обычных граждан. И вот здесь же сторож, может, был, или кто-то, он говорил, а куда ты идешь? Это полигон. НКВД, что ты хочешь? Там ребята пристреливают наган или еще что-то. Поэтому, видите, если происходило вечером, то даже, может, сотрудники так знали, но им тоже говорили. Вот мы приходим на это место, к сожалению, к большому сожалению, те, кто хотел увековечить память, пошли по самому легкому образцу, да, то есть установлены здесь, видите, кресты. Но могилы не здесь, да? То есть даже вот глядите, вот Владимир, вон туда поверните, и глядите, несведущий человек, придя сюда, подумает, что могила-то вон там,
украшенный кирпичом. Да? То есть вот какой момент. Почему выбиралось? Потому что когда как бы шумиха поднялась и надо было что-то сделать, показать, был уложен этот, решили сделать здесь, да, чтобы удобнее пройти было к могилам. А по сути, если так можно сказать, это такая парадная точка, да, если так можно назвать, где можно вспомнить, мемориальная точка. А сами расстрелы были могилы выше, получается. При этом надо отметить, сразу скажу, ребята очень много здесь старались, и потом в последующие годы, не думайте, что это вот история только шла в 2004 году. То есть шла и работа, и мы бегали, уже как бы уже стали, многие думают, что здесь ничего нет, да? Почему не попадается, да? Вот. И надо сказать спасибо Рамадановскому поисковому отряду. Руководитель Северёстов, потом вот он Чуфаровская как раз копали они, этот как кладбище Чуфаровской тюрьмы, да, получается, в которой, и тоже ведь какой момент, там ведь только один с огнестрельным ранением черепа, наверное. Не забывайте, что без антибиотиков в сырых казематах люди умирали от туберкулеза и сопутствующих болезней, да, конечно, это влекло именно большую смертность, если бы они жили дома бы, в хороших условиях, смертность была бы ниже, ну. А вот здесь именно получается расстрелы. И давайте пройдем к верхней могиле. Когда нашли, это было ближе к вечеру, если правильно помню. Могу ошибаться, еще раз говорю. Все-таки 15 лет прошло. Так, да, они наткнулись, нас стали сразу звать, потому что есть такая поисковая как бы один из моментов, методов работы, когда находят останки захоронений, стараются работать рядом, да? Ну, то есть уже найдено какое-то, возможно, рядом несколько захоронений, потому что стаскивали, особенно, глядите, какой момент объясняю. Летом, например, бои, когда идут, бойца, сами понимаете, температура, боец начинает разлагаться, его быстренько скидывали воронку или в окопчик, да. Зимой есть возможность собрать бойцов, да, то есть они меньше как бы пахнут, все остальное они остаются в стадии окоченения, их уже стаскивают большие захоронения, да? Вот. И даже иногда бывает, что летом вот наша 326-я стрелковая дивизия, она, например, отчитала, что сняла с убитых 2500 этих, как ее, гимнастерок, все остальное, мы наших, например, убитых в Сухиническом районе без медальонов находим. А ребят, которые работают в Зубцовском районе, там, то есть они погибли ноябрь-декабрь 42 года, а их убирали трупы, потому что немцы отступили где-то март 43 года. И они там многие лежат с медальонами, потому что к тому времени, когда их стали убирать, они уже были в неприглядном отношении. Самое главное, их убирали уже не та дивизия наша, а другая, то есть. И зачастую там хоть медальоны находили, но убирают при захоронении. Вот это первое захоронение, которое было найдено. Через сколько часов поисков, не помните примерно? Оно? Или оно не в этом порядке, да? Не, вот это было найдено. Ага. Это, получается, нашли первым рамадановские ребята. Захоронение нашли, мне кажется, во второй половине дня, где-то в районе, мне кажется, чуть ли не часов 2-3. Вот. Нашли здесь. Было сразу, то есть у нас отработана методика, ребята многие на вахтах был пробит сразу. То есть после шурфа проверочного дошли до останков, видно, что это останки костные, останки людей, то есть сразу определяется, смотрят по останкам, то есть по рукам, по ребрам, понятно, что это человек, и происходит уже вскрытие захоронения. Здесь был пробит шурф, вернее, вскрытие было небольшое, не как вот эта вся могила, где-то вот так в середину пробились, если я правильно помню. И дошли до останков. Останки зачищались, то есть мы их расчищали, как бы археологическим методом. Что сразу стало понятно? Во-первых, когда дошли до костных останков, понятно было, что лежат люди, лежат черепа. Сразу были увидены, там я до сих пор помню, дырки в затылках, да, в черепах. И были найдены, я сразу помню, еще до, как бы доходя к них, эти нагановские гильзы. Вот. Что это значит? Ну, стреляли, достреливали кого-то. Потому что, скорее всего, может быть, я не знаю, не буду говорить, может, это как, конечно, их из нагана стреляли каждому затылок, может, их массово, как всегда в фильмах показывают, помните, винтовками. Это должны изучать историки к документам, которые допущены. То есть мы дошли, и самый главный момент, из-за чего, как бы я вот говорю, что, по сути, должна проведена быть эксгумация. Они лежат с вещами, то есть, которого я расчищал, тут вот, в середине приехала столица С, у них есть, вы не обращались в столице С? У них есть куча фотографий, у нас одно-две сохранилось, а у них журналисты прямо отщелкали, они тогда еще главной темой номер сделали, не находили этот номер столицы С за сентябрь 2004 года? Читал, наверное, там вот. Интервью разные, и там, вот которого репортажи. Я расчищал, то есть несколько сразу человек, одного сразу был виден, на нем был кожух, такой безрукавный,
Вот. И мы у него нашли, и тогда подняли, потом вернули резиновый кошелек. Резиновый кошелек, в нем лежали монетки и карандашик. И видно, даже бумага была. То есть он писал, что? Письмо. То есть о чем говорится? Что здесь, скорее всего, заключенные лежат с носимыми вещами. И даже возможно, что с вещами, потому что, как помню, Николай Андреевич рассказывал внизу, в могилах находили уголки от, как их, забыл слово, от чемоданов. Понимаете, какой момент? То есть должны быть и личные вещи куда-то деться. То есть когда он заключен в тюрьму, его арестовывают, ему же, вы сами понимаете, носят родные какие-то вещи, еще что-то вместе с ним может находиться. Возможно, могли, их ведь видите, как их могли. Их же ведь никто не пришел в камеру и не сказал, вас сегодня расстреливают, да? Их сегодня сказали, ребята, вы едете, например, на пересылку, да? Вас отправляют по этапу туда-то, туда-то, туда-то. Ну, все. К тому же многим что был? Не забывайте, какое-то подобие вот этих всех правовых норм еще существовало, да? То есть ему был объявлен приговор, то есть судебная тройка, это все было принято решение, может подавались апелляции, не знаю как чего, то есть они там ждали. То есть это было все объявлено, они просто ждали, что вот они дальше это какую. Я не знаю, было ли объявлено о том, что к ним мера расстрела принята или что-то. Их, получается, вывезли с вещами, выстрелили. Не знаю, кто яму копал им. Вот. Ну, получается, выстрелили. Должны были их как-то, сами понимаете, не буду сравнивать, но у немцев тоже специальная была технология, как людей тоже, чтобы люди ведь их сразу сколько человек привезли. Ведь. Значит, все остальные пока сидят в грузовике, в Форде, да? Ну, не знаю, вот я говорю, мы не знаем, как тут. А вы Надо спрашивать очевидцев, то ли их выстраивали около уже вырытой ямы, да, то есть стреляли из винтовок, например, а уже достреливали... А наган это винтовка? Нет, наган это пистолет. Mm. То есть могли добивать уже тех, кто, например, еще оставался жив. Понимаете, а человека одно попадание пули может и не убить. Зависимо от того, куда попало. Понятно, если попадание в голову, это зачастую фатально. Но ведь и пуля ведь по-разному может уйти. Она может попасть в верхней части, где нет жизненно важных органов. Вот. Или даже пронзить так, что не задеть кишки, там выйти. Да? То есть, или даже пробитие кишечника сразу же не приводит к смерти. Это приводит некоторые. То есть, понятно, кто-то, скорее всего, их добивали, потому что время нужно было быстро. Вот. Но я как бы думаю, что их не поодиночке делали. Мое предположение, скорее всего, их выстрелили, было зачитано что-то, их выстрелили из винтовок, они сразу упали на краю, тут же ведь сколько человек, и уже тех, кто шевелился и пытался от шока встать, их уже добили из наганов. Так, а всего на всей территории гильз сколько примерно нашли? Я здесь помню только одну. К сожалению, на остальных раскопках я не участвовал. Потому что... А это несколько дней длилось, да? Несколько лет даже. Глядите, как получилось. Тут глядите, ведь еще какой момент интересный. Мы как ее только раскопали, приехали СМИ, приехали прокуратуру сразу, да, тут я помню были прокурорские работники, они же должны были как бы утвердить, что это останки не жертв бандитских войн, да, или какого-то уголовного преступления, может там убили 3-4 человек в 30-е годы и закопали здесь там, да, или ранее, это вообще может какое-то тут захоронение там 10-18 века, все же по вещам тоже определяется. Они приехали, утвердили, да, что здесь 30-е годы, что здесь вот гильза, может даже где-то, понимаете, по сути ведь должно было тогда быть организовано дело об обнаружении останков. Должны быть вещественные доказательства, что эти гильзы, еще что-то, и потом дело должно что быть закрыто, да? То есть останки обнаружены, признается, что это преступление давней поры, да, то есть установить там, как я не знаю, виновников нельзя, но закрывается. Такие же многие проходят, иногда же находят бойцов вот Великой Отечественной войны в городах, там тоже выезжает прокуратура, она проводит расследование и делает заключение, что это, то есть не носит преступлений современного времени, эти бойцы погибли в годы Великой Отечественной войны, и то есть дальше возбуждение уголовного дела, то есть продолжение не идет. Вот, то есть вот здесь как раз мы нашли, буквально через один день-два нам дали деньги на вахту памяти. Мы поехали сразу радостные, очень хорошо провели вахту памяти, подняли бойцов, я сам поднял бойца, это как я до сих пор помню, со штык-ножом от СВТ, пришлось, правда, подарить, потому что за нами всегда наблюдают наши доблестные спецслужбы, потому что это холодное оружие, к тому же это нельзя ни что возить, ни взрывчатку, у нас все это, каждый поисковик, кто знает, проходит, это знает, потому что все это может привести
печальным последствиям. Есть закон, статья 222 об обороте, незаконном обороте оружия, как холодного, так и огнестрельного, так и взрывчатых средств. Вот. Мы хорошо подняли, у нас были именные бойцы, я до сих пор помню, очень хорошая вахта была. А потом, получается, в следующий год Николай Андреевич с ребятами приходил сюда, работал. Я уже сам работал, поэтому никогда не мог вырваться сюда. Они уже работали в основном без меня, здесь была проведена тут могила. Буквально, если помню, вот этот крест через несколько дней кто-то поставил. То есть не мы, не И вот, возможно, у меня будет скоро интервью с человеком, который поставил. Да, то есть с ним ведут переговоры, уговаривают его все-таки. Человек, видно, хотя он прочитал, скромный. Прочитал столицу Эс, установил крест, вот он стоит, мы его когда в том году прибирались, впервые, представляете, сколько лет стоит, да? В том году мы его несколько укоротили, потому что он подгнил и уже валился. Пришлось его доломать и посадить еще ниже, он еще выше был крест. Хотя, возможно, не об этом кресте речь, а о другом. Но Может это быть, потом я узнаю. Я помню, что был крест сразу, поставили, что это. И тут получается следующая могила уже ниже. То есть Да. вот Вы, граница... пожалуйста, границу очертите еще раз для зрителей, чтобы... Мне кажется, скрыто было вот отсюда где-то, вот до сюда. Но я могу ошибаться. То есть где-то метров всего 3 было скрыто. Шли останки людей, было, что верхний слой был скрыт, мы их прочистили. Я говорю, были видно... Я еще раз говорю, почему, по сути, эксгумацию надо провести? Личные вещи могут натолкнуть на что-то. Кто это? К тому же сейчас, да, есть ДНК-экспертиза, фамилии жертв репрессий известны, да? Да. Можно провести, просто все дорогостоящее дело. Вот. Но должно, по моему мнению, все государство проводить, потому что, к сожалению, государство в свое время проводило такие репрессивные методы, и оно должно как бы себя не то что обелить, а должно вернуть память людям, должно вернуть, что эти люди ведь не были похоронены своими родными, не прожили свою жизнь до конца, да, то есть должны быть с родными быть похоронены, а они здесь лежат. Да. А еще возможно, что здесь лежат люди, которые основывали мордовскую автономию, культуру Мордовии, татарскую культуру в республике. Простой человек, который попал под даже маховик репрессий, он имеет право, да, быть похоронен своими родными в могиле, чтобы они приходили. А тут получается ведь... Тут даже имеет статус вот этот какой-нибудь. То есть, если разорят кто-то захоронение, да. Имеет ли статус, охраняется ли это государством или нет? Вот ну, шашлыки там делают их, да. Но они просто делают, потому что они не знают, что это за место. Нет, мы потом об этом поговорим еще. Для кого-то эпатаж. Но люди все разные, я еще раз говорю. Понимаете, мы тоже находили захоронение наших бойцов, на них палатки стояли туристов, да? То есть, там люди, если видно, что на некоторых останков доказывают, надо разглядеть, мы тоже находим. Ведь, представляете, 60-е годы ребятишки местные ходили, копали бойцов. Он говорит, а мы говорим, а что ты вот это какое? Он говорит, а зачем? Мне, говорит, нужна была винтовка или пистолет. В чем? Потому что вот советская пропаганда говорила, что все бойцы похоронены, да. Пропавших без вести у нас нет,